Доброе утро. Вы просто не представляете, как здорово просыпаться, когда ты просыпаешься именно после того, как ты выспался. Нет шума, нет тепла, нет жары, нет холода, что скорее быстрее бывает в избушках. С температурой я вчера угадал, получается, не стал подкидывать, когда ложился уже там. Две полежки шаялись, как раз нормально комфортная температура, они прогорели. И так как на улице нет морозов, в спальном мешке было самое то. Обычно еще просыпаешься, снег тает, получается, и от шума капель, вот то, что капает там, капли, просыпаешься бывает. Я вот сегодня даже подмерзла, только-только вот начала капать первые капли, и только появился шум ветра. Начал подниматься ветер, а когда я проснулся, это просто уже я так валяюсь, минут, наверное, 10-15 где-то просто. А так сегодня проснулся, тишина звенящая, ни ветра, ничего нету, просто проснулся и чувствую, что я выспался, все свежо. Я специально не ставил ни будильников, ничего, думаю, когда проснусь, тогда проснусь. Сейчас посмотрим время сколько. Так, где у нас? Где у нас? Так, вот у нас вчера играла 7 часов. Нормально. Это где-то по-любому больше часов 8, наверное, я поспал. Это железно. Отдыхать тоже надо. Отдыхать тоже надо. Сейчас посмотрим, что у нас с погодой. С погодой у нас вроде бы все хорошо. Поднялся ветер. Вышло солнышко. И начал таять снег, так как пошли капли. Значит, плюсовая температура. Значит, все замечательно. Сейчас готовим завтрак, завтракаем, собираемся и выезжаем. Ну, конечно же, доброе утро у нас, как обычно, начинается с доброй яичницы. Добрая яичница. Так, нагреваем сковородку сначала. На улице вообще кайф. Ходил сейчас умываться, зубы чистить. Дятел долбит. Вот голова-то у кого не болит. Ветерок, правда, поднялся, но так, не критично. Не как вчера, ураганный, с дождем. Пока даже намека на дождя нет. И это радует. Так, что, все 3 жарить? Ой, все 6? Будет много, наверное. 3 штуки сейчас, 3 штуки потом. Я думаю, 3 штуки достаточно, наверное, будет. Тем более у меня остались еще вон вчерашние макарошки. Не доел я вчера все-таки. Наелся, я проснулся. Я даже сейчас, в принципе, есть не хочу. Так вчера наелся хорошо, что... Так, посолить. Заболтался. Вообще вчера, конечно, ужин был. Ужин был вчера у меня царский. Блин, Артем же мне деревяшечку строгал. Вот она. Все, ложкой-то царапаю. О! Мадын Артем.
Раз. О, как здорово-то. Как здорово-то переворачивать, оказывается. Лопаткой от Артема. Раз. Раз. Икс, почти готово, можно убавлять. Все. И теперь сюда макарошки. Так, все, хорош. Готово? Сколько у меня прошло времени? Ну, буквально максимум совсем 5 минут. 5 минут и завтрак готов. Вот такой у нас сегодня завтрак. Завтрак туриста типа рыболова. Я действительно сейчас как турист себя уже веду. Не спешу даже, думаю, что. Я пошел, конечно, на речку с утра, но проверить, клюет, не клюет. Но опять же пойдешь туда, опять клюнет один, и я же буду упорно опять проверять все лунки, опять сверлить еще, опять будет вечер. Если я решил вчера, что поеду на другое место, значит надо ехать. Приступаем к завтраку. Правильно сказал. Заединение. Меня вообще прикалывает этот фильм за одни только тосты, что Михалыч говорил. Так, это помыть. Где мой стульчик? Ну и приятного аппетита! Приятного, приятного! Приятного, приприятного! Рыбацкий. С утра рыбацкий не будем. Для рыбацкого есть время, вечер. Вот доберемся до места, в обед будет, чарочку можно за приезд. А пока у нас предстоит трудная дорога, я не знаю, как будет держать снег, потому что плюсовая температура уже дня 3-4, наверное. Можно помазать, хуже не будет. Так лучше? Действительно показывается, как ездят на рыбалку нормальные мужики. Веселой компанией.
в дружной компании, с рыбацким напитком. Отдыхает народ. Правда, если бы столько пить, как они пили, я бы, наверное, сгорел уже. Да, давно у меня такой рыбалки не было. Ладно, завтракаем, собираемся и короткое включение перед отъездом. Ну вот, все собрано. И напоследок, прежде чем уйти, хочу, друзья, сказать вам несколько вещей, которые каждый уважающий себя рыбак, охотник, просто путешественник должен делать, когда он покидает избушку. Многие, конечно, не спорю, они знают. Многие знают, но не делают. Кое-кто, может быть, не знает. Это за собой, во-первых, оставить чистоту и порядок. Вот как здесь сейчас. Обязательное условие оставить сухие дрова для растопки. Сухие, чтобы бересту, спички здесь, чтобы... Бывает такое, что сейчас, конечно, весна, лето, человек не замерзнет, но в сильные морозы бывает так, человек из последних сил, зная, что здесь находится избушка, приходит, допустим, потерялся человек, или провалился под речку, под лед, или еще что-нибудь, с последних сил приходит весь сырой, замерзший, мороз крепкий в избу, а тут нет дров. И вполне возможно, что он пока будет растапливать печку сырыми дровами, он просто замерзнет. Бывали, история знает и такие случаи, находили погибших, так сказать, охотников или рыбаков, которые так и умирали возле печки, замерзшие, что не смогли растопить печку. Так что вот, чтобы такого не было, всегда оставляйте сухие дрова для растопки, бересту и запас дров, естественно, чтобы человек мог прожить, если надо, неделю, а то и 2. Вот когда я пришел, вот этот запас был. Мало того, что я его не тронул, так еще заготовил свой запас. При возможности всегда оставляйте запас дров. Тем более, если есть пила, избушка находится далеко от дороги, снег растает, снегоходов не будет. Приготовить дрова лучковкой или вот такой ножовкой будет проблематично. И что ты приготовишь такой ножовкой, это вот такие вот. А тут это нормальные дрова. Вот, это... правило. Потом второе правило. С чайника всегда выливайте воду. Чайник должен быть пустой и сухой. Полностью вылили всю воду. Вот так даже можно наклонить и крышку так положить. Так он уж точно не будет ржаветь. Он будет сухой и все будет нормально. Все одеяла, матрасы, все, что есть на нарах, желательно развесить вот так вот на гвозди. Во-первых, они будут сухие. Во-вторых, не будут на них мыши плодиться, заводить свои семейства, писать, какать не будут. Все будет сухо и чисто. Все развесили. Нары должны быть идеально чистые. Что не повесили, так приподняли, то чтобы все отдышало. Тут вот это возле изголовья было. Ничего, повторяюсь, с избушки не брать, ни продовольствия, ни спичек, ничего, что лежит, ни посуды ни в коем случае не берите. А то бывали случаи такие, привозил сколько раз набор стопок, вот, бывало такие стеклянные, купишь, привезешь, приезжаешь, их нету. Кому-то дома они нужнее, воруют избушек, это уже последние сволочи, больше слова нету. Ничего не берем, по возможности, если... уезжаешь домой, а продукты остались, оставляем только в таких местах, чтобы не могли попасть мыши. Вот для этого есть кастрюля, бачок с крышкой, чтобы, главное, мыши сюда не попали. Все, оставляем чистоту и порядок, запас дров. Говорим спасибо, избушечка, спасибо хозяину, дай бог здоровья. Все, соль
Я эту нашел, видать, висела вот здесь. И птицы, скорее всего, кто же еще мог? Разодрали все, вот. Крупа видно была, тут тоже повесили. Соль валялась там, вот, под дождем. Крупу, естественно, птицы съели, мешок погрызли. Так что, если оставляете продукты, всегда оставляйте в таких местах, где, ну, куда не могут попасть ни птицы, ни мыши. Все собрано, все упаковано, все привязано. Переезжаем, друзья, переезжаем на новое место. Говорим спасибо этому месту, но не говорим до свидания, потому что мы еще не прощаемся. Лед еще есть. Сейчас я гляну там, на том месте, как дела. И не исключаю, что я могу еще приехать и проверить здесь. Возможно. Как получится, я еще ничего не знаю, потому что куда я еду, не знаю, как там клев, что там, как рыба. А быть может, если позволит погода, Санек приедет, сейчас работаем, мы еще с Саньком на закрытие еще раз приедем, если будет снег, если будет держать. Ничего не буду заказывать, просто пока попрощаемся с избой, скажем до свидания. И впереди нас ждут новые приключения. Поехали. Последний штрих, совсем забыл. Вот так надо подпереть, чтобы от случайных гостей, от медведей, от прочих зверей. Но медведю надо будет, он, конечно, откроет, но чтобы дверь настежь ветром не открыла, всегда надо подпереть. Греется буксировщик. До свидания. Счастливо оставаться. Ну, а нам предстоит дальняя дорога. С Богом. Так. Вроде пока нас держит. Ну вот и нашли мы все-таки следы хозяина тайги. Я же говорил вам, что он проснулся. Самого не заметил, но, видать, услышал шум буксировщика. Вот я проехал, заметил, думаю, вроде косолапого. Точно, смотрите, вон. Вон, это следы косолапого. Пошел косолапый. И туда, но пошел вроде как спокойно. Вот для сравнения моя рука. Это задняя лапа у него. Где-то разница 2 раза где-то. Косолапые проснулись, косолапые ходят. Снегу еще очень много, а косолапые уже не спят. Но если Миша не голодный, если Миша не подраненный, если Миша нормально понимающий, то он навряд ли кинется первым, если его не трогать. Вот он, видно, шел здесь по буранке. Ага, вон следы, вон я сейчас. Вот, коготочки. Он шел по буранке шел и ушел. Или он услышал. Вот его следы. Вон когти. По буранке он даже не проваливался. Вот. Видать, услышал звук буксировщика и ушел в лес. Но не прыжками, а спокойно. Видать, издалека что-то заподозрил. Вполне возможно, он сейчас из-за кустов издалека пасет, что я тут делаю. Дай бог, чтобы ничего не случилось. Едем на новое место. Хотя вот такие поездки, в принципе, очень опасны. Но это жизнь, друзья, это жизнь в тайге. А в тайге кто хозяин? Медведь. Так что будем подчиняться егоным законам, стараться лишний раз его не тревожить, лишний раз без нужды не трогать его, и он тебя тоже не тронет, дай бог.
Все, едем дальше. Вот он топал. А лапы-то грязные. Вот. Вот он откуда притопал. Грязные. А, вот там он что-то... Муравейник, разрыл муравейник. Кору раздрал, что-то. Короче, ищет кушать. Он разрыл муравейник, сделал кругаля и опять пошел на ту сторону. Оттуда пришел, метров 100 прошел и опять пошел туда. Нет, туда снимать мы точно не пойдем. Поехали. Все, встречаемся на реке. Если еще что-нибудь увижу, обязательно включусь. Поехали. Друзья, опять следы косолапого. Вон, еду. Теперь он уже шел по соседней буранке. Вон. Не знаю, видно, не видно, но лапы просто огромные. Сейчас остановлюсь. Нету хоть никого рядом. Пошел мне навстречу, значит, туда, куда я еду, по идее, его быть не должно. Вон, какие здоровенные лапы. Вот, эти лапы чистые. Если у того были грязные лапы, он ковырялся в муравейнике, то у этого лапы, вон, нормальные чистые лапы. Вот, косолапил. Так. Вот. Вон следы. Получается, отсюда до сюда 25 сантиметров длиной след. Я не знаю, это тот же или второй, но следы идут туда, откуда я приехал. Что-то уже становится жутковато. Второй след уже за день. Ладно, едем. Вот. Вон хитрый. А вот он откуда. Вот он откуда пришел. Проваливается, видать, по снегу тяжело идти. И пошел по буранке. Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает и в карман кладет. Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногой утоп. Все мы помним стихи Агнии Барто с детства. В те времена, когда был маленький, Мишка не представлял никакой опасности. Мишка и Мишка, ну шишки собирает и что? А когда вот так вот рядом он ходит, не зная егоную могучую силу, становится просто не по себе. Что он рядом здесь, где-то буквально, может быть, в 50 шагах сидит и смотрит. Он не шишки собирает. Он может по шишке настучать, блин. Ладно, все, выключаемся, встречаемся на реке. Если еще увижу следы, покажу еще раз. Никого? Вроде никого. Ну вот, мы и на месте. С Божьей помощью приехали без происшествий. Видели следы хозяина тайги. Ну, следы это не так страшно, как он сам. Приехали на место, я надеюсь, вы его уже узнаете. Мы здесь были зимой в 30-градусный мороз, когда испытывали палатку Алтай на прочность, можно так сказать. Вот, видите, колышки, здесь стояла моя палатка, здесь я ночевал. Здесь я накатывал тропинку через метровый снег, чтобы было плотненько все. Здесь я пытался поймать рыбу. В общем, вот здесь, вот здесь, в правом верхнем углу, скину ссылочку, что и как это было
как я приезжал, испытывал палатку Алтай, как я ночевал в палатке. Гляньте, будет интересно тоже. Все. Здесь у меня все было пробурено. Приезжаю на место и вижу, что после меня толком-то никого и не было. Обычно тут лунка на лунке, все пробурено. Не знаю. Вон еще дровишки мои остались короткие. То, что на палатку я готовил. Надо будет их закинуть повыше, потому что здесь половодьем сейчас все снесет. В общем, приехали. Сейчас раздеваемся, достаем ледобур, сверлим лунки и будем пробовать. Посмотрим, что нам скажет весенняя рыбалка на этом месте. Зимняя она сильно-то не радовала. Глянем, что у нас будет весной. Поехали бурить. Друзья, слышу курлыканье журавлей. Слышите? Летят журавли. Я их не вижу, но я их слышал. Вон. А вот и вижу. Один единственный журавль. Кружит очень-очень высоко. Эта камера, конечно, не запечатлит его. Почему один? Я думал, журавлиный клин летит, а тут один единственный журавль кружит. Короче, потихоньку обуриваюсь. Обурил уже где-то около 15 лунок. Поклевок нет. Закинул прикормку. Сейчас еще разик пройдусь. И пойду съезжу на другое место. Вот на тот поворотик. Там бывает окунь поклевывал. Да и плотва тоже может быть. Что-то у нас нигде рыбы нет. Ладно, будем искать. Ну вот и первая рыба на сегодня. Устанавливаю вторую удочку. Первая рыба ёрш. О, еще поклевка. Тоже, наверное, ёрш. О. Клюет. Там установилась большой блесной, толстая леска. Ага, тоже ёрш, походу. Ну, какая-то ершовая лунка здесь. Ну, ладно, ёрш тоже рыба. В соленом виде. Нормально. Хоть ершей половим, если клевать будет. По крайней мере, двоих уже поймали. О, еще поклевка. Так, вас в тенек поставить. Может, жерлицы поставить, попробовать на ершей. Не знаю, говорят, вообще-то на ершей щука не берет. Лучше плотвичку. А, это что? Это как плотва. Это было похоже на плотвинную поклевку. Но клюет уже хорошо. Уже хорошо. А на том месте вообще не клевало, на первом месте. Там и зимой вообще не клевало. А здесь хоть сколько, штук десяток я поймал. При всем бесклеве. О, клюет. Ну. Попробовать на игру. На
Этого не хочет. Так, ладно, с этими ершами. О, ёрш. Кто же еще? Ой, бог ты мой. Ершище. Ладно, поставим на тебя жерлицу. Может, тебя щучка возьмет. Так, нафиг эту ершовую лунку. Я пробурил тут вон. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лунок. Пятнадцать лунок пробурил. Будем искать окуня, будем искать плотву. Но если уже ничего не найдем, тогда уж будем вершей ловить. Что теперь? Так, здесь пока никого. Ладно, достаю еще удочку. Пройдусь-ка для начала балансиром. Может быть, окунь или щучка хапанет. Так, пока ходил за балансиром. Оп, мою удочку чуть кто-то не утащил. О! А, Енцикадан. Вот она. Вот она, первая плотва. Вот она, золотая моя. Вот она, моя хорошая, Енцикадан. Я смотрю, у меня удочка аж что тюк. Чуть лунку не ушла. Енцикадан. Главное, до воды там не допрыгай. Если допрыгать до воды, потом там уже возле берега открыто уплывет. Ну вот и первая плотвишка. Енцикадан. Так, давай мы тебя будем куда-то сюда, что ли, кидать. И сюда не уплывете, надеюсь? Вот сюда, вот с этой стороны. Ну вот. Вот и первая плотва. А мы прикормку там кинули. Надо было сюда. Но кто же знал? Сейчас посмотрим, может она одна и была. Но удочку чуть не утащила было. Пока я ходил, удочка аж туда нырнула. Дернул сначала. Промахнулся. Ну, сошла. А пока вторая поклевка была удачная. Это хорошо. Вон. Хорошая плотвица. Енцикадан. Нет, позапрошлый год, наверное. Сейчас поставлю ролик тоже, ссылочку на ролик в правом верхнем углу. Также целый день. Первый день был удачный, я поймал пол-ведра хариуса. Второй день, целый день с утра до вечера рыбачил. Я что-то поймал 2 хариуса, наверное, или там 3, я не помню уже. Третий день тоже с утра до обеда рыбачил, одного или 2 поймал. Потом сюда пришел на это место и буквально за час или полтора, не помню, за час 100 штук я что ли поймал. Плотвицы, штук 20 окуней. А, ёк-макарёк. У меня же обе балансирные удочки сломал я тогда. Как я буду на них ловить? Вот это сломано. А, у этой кончик сломан. Вот здесь. У второй сломал я. Так, ладно. Пока выключаемся, буду делать кончик. Стоило только отлучиться. Перевязывал мормышку. Обломился крючок. Вот такая вот удочка у меня с тонкой леской. Оставил обычную самую дешманскую мормышку, вот такую, типа окуневого глазика. Хочу поставить на толстую леску вот такую мормышку красную. Яркий цвет. Буду экспериментировать. Но это тяжелая, хорошая, дорогая мормышка. Я поставлю на толстую леску. Так вот, перевязывая, слышу бульк.
Сначала внимания не привел, а там около буксировщика привязывался. Я думал, лед упал или еще что-нибудь. Подхожу, у меня только ручка торчит. Вниз головой удочка полностью. И торчит только ручка. Ну хорошо, хоть не утащила. И все. Была поклевка. Надо поставить перекладину, пожалуй. Вот здесь находился, поклевок не было. Только отлучился и все. Он поставил уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 удочек. И типа жерлицы на ёршика маленького поставил вот здесь вот. На всякий случай. Вдруг щучка ходит или еще что-нибудь. Ну, поклевка была, удочку кто-то утащил. И больше не хочет. Значит, рыба есть. Придет время, и она начнет клевать. Сейчас все удочки поставим. И, пожалуй, перекусим что-нибудь. Вот здесь еще лунки набурил. Там. Все, пошли ставить удочки. И перевяжусь, вот эту мормышку красивую поставлю. О, ёрш. И здесь ёрш. Везде ерши. Я-то думал, что-то по центру клюет хорошие. И тут ёрш. Опять поклевка. Так, ладно. От ершей надо сматываться. Плохо, конечно, нету камеры. Сейчас бы посмотрели, где есть рыба. В прошлый раз я с камерой был. Я там посмотрел. А, вот стайка. Сел и прямо на одном месте. Я вот точно не помню. Где-то ближе к тому берегу было. Я сидел на 2 лунках-то буквально. Не хочет. Ну ладно. Я знаю, почему не клюет. Время обеда. А мы не выпили. За приезд не выпили. За первую лунку не выпили. За первую рыбу не выпили. Ничего не выпили. И мы хотим, чтобы на сухую еще и рыба клевала. Так не пойдет. В общем, рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию. Сегодня мы будем обедать. Сегодня мы будем обедать. Сегодня мы будем обедать. Сегодня обедать мы будем. Сегодня обедать мы будем. Текс. Узбекский плов. Я его возил всю зиму. Осенью последний раз я его поел на озере, когда охота на уток была. На первый лед с Саньком еще поели. И вот 4 банки я таскал как НЗ всю зиму. Сколько можно таскать? Давай сегодня съедим и посмотрим, что у нас. Плов ташкентский с изюмом. Мяса нет, но у меня есть сало. Так что ничего страшного. Поехали. Будем сегодня кушать плов ташкентский. Кто захочет заказать, кто захочет покушать такой же плов ташкентский, ссылочка будет в описании. По крайней мере, те банки, которые я пробовал, что у меня криво буксировщик стоит. Блин. Фигня получается. Ну ладно, не буду же переставлять. Будем сковородку переворачивать. Чем хорошо, это вот не надо всяких открывашек. Раз, два. Сколько раз он у меня уже замерзал. Сколько раз. Ну, этикетку-то зачем туда? Так. Сколько раз он у меня в рюкзаке туда-сюда. На все рыбалки со мной. Как бы, как НЗ я его вожу.
МНЗ. Ну, что-то типа мяса здесь тоже есть. Или что это такое, не знаю. Сейчас состав прочтем, узнаем все. Шарики какие-то, мясные шарики. О, изюм тоже вижу. Сейчас мы это попробуем. Сейчас мы это заценим. Что за ташкентский плов такой с изюмом. Братья рыбаки уже не одну банку такую спороли. Plover.ru снабжает, слава богу. Помогает нам, рыбакам, с голоду не умереть. Наверное, думают, пока вы еще рыбу поймаете, тудым-сюдым, ешьте плов. А то с таким клевым, как эти 3 дня, много рыбы не покушаешь. Так, ну ладно, все. Баночку здесь не выкидываем. Баночку забираем обратно и выкидываем в мусорный контейнер. Так, пока греется плов, я хотел прочесть состав. Так, состав: рис, изюм, морковь, лук репчатый, масло растительное, нут, изюм, соль. 2 раза изюм. Поваренная пищевая соль. Соль поваренная пищевая, специи, вода питьевая. Ешь вода, пей вода. Ага, не будешь никогда. Сыт не будешь никогда. Во. Это, оказывается, я думал, шарики с мясом, а это, оказывается, как его? Нут. Скушал нут. И вроде сыт. С мясом я люблю, конечно, больше, но сейчас попробуем. В первую очередь я все съел, что с мясом. Изюм оставил на потом. Как обычно, его надо, по идее, хранить при температуре от 0 до плюс 20. Ага, он у меня и минус 30 катался. И относительной влажности. Так, как приготовить то. Вскипятить в кастрюле воду, положить в нее банку с пловом, держать плов в кипящей воде 15-20 минут, слить воду, вскрыть банку. Ну, мы немножко по-другому сделали. Ветер поднялся еще, задувает мою печку. Запах как раз на вас идет. Вы слышите запах жареного плова, нет? Но в принципе ничего, кушать можно. Такс. Ну а теперь, пока греется плов, нарежу хлебушек, нарежу сало, достану рыбацкого напитка и будем кушать. Ну вот и все готово. Плов мы подогрели. Сало нарезали. Чай достали с пряниками. Хлебушка нарезали, майонез. Ну а рыбацкий напиток у нас сегодня будет Липтон. Зеленый холодный чай. Он и хоть холодный, но ой, какой горячий. Вот теперь можно. С утра было никак, потому что нас тяжелая длинная дорога ждала впереди. Если бы я с утра накатил, я бы за этим медведем, наверное, пешком пошел поздороваться. Да, шутка. Подумайте, что это правда. Солнышко спряталось, опять поднялся ветер, опять что-то сейчас нагонит, опять перемена погоды. Качели. Качели атмосферного давления неблагоприятно сказывается на активности рыбы. О, вот это я сказал. Ну, за рыбалочку, друзья.
Дзиньк. За рыбалку, за рыбалку. Ядрёно копать. Горячо. Ну что я, друзья, могу сказать об этом плове? Рис, он и в Африке рис. Изюм, он и в Африке изюм. Баночка с мясом, скажу вам честно, получше. Ну, в смысле, плов этого же производителя, только с мясом, получше, чем плов с изюмом. Но плов с изюмом, ну не просто же так его делают, наверное. Это, наверное, просто на любителя. Вот такая вот беда получилась. Ну не беда, а еда. Я эти кругляшки думал сначала, что это мясо. Это какой-то нут. По-любому это питательно. Надо было мне, наверное, сало туда покрошить, было бы вкуснее. Надо бы с сальцом. Копченое. Копченое мягонькое сало. В следующий раз, прежде чем закинуть плов, нарублю сальца. Это в плов, который без мяса. Будет хорошо. Если чисто мне, то вот такой баночки бы мне хватило наполовину. Сколько здесь грамм? 335 грамм. Ну вот 200 грамм мне хватило бы вполне. Баночки поменьше надо делать. Эта банка, я думаю, на двоих. Я же не буду оставлять. В итоге приходится доедать. Я сильно не расстраиваюсь, что за эти 3 дня я не поймал рыбу. Если бы я ее поймал, и тем более много, мне бы надо было думать. Надо было чистить, надо было бы засаливать ее там или еще куда-то. Пусть лучше завтра будет день выезда, и вся рыба, то, что моя, то, что Петр Павел дал для меня, попадется лучше завтра. Сегодня можно вечером немножко пострелять. Ведерочка сегодня, 2 завтра. Вот. А то домой она приедет свеженькая. Не надо будет ее ни потрошить, ни солить, ничего. Зато отлично провел время. 3 дня на рыбалке. Счет жизни не идет, так что на 3 дня, что мне Всевышним положено, с этого 3 дня, а к этому 3 дня прибавляем. Допустим, сказал Господь Бог, что мне 100 лет положено прожить. Плюс те дни, которые я провел на рыбалке. Нормально, да, получится. Это, конечно, отклонение от темы. Сколько нам положено отжить, никто этого не знает. А знали бы, было бы еще хуже. А так живем, радуемся жизни,
что она есть. Все-таки прекрасно жить на этом белом свете. Просто здорово. Но прожить ее надо, эту жизнь, так, чтобы память, людская память о тебе, как ты прожил, была только светлой. И чтобы никто дурно не отзывался о тебе. Чтобы ты оставил добрый след, а не злой. Вот для этого надо жить правильно. Ведь законы Божьи, они не просто так написаны. Не ругаться матом, не укради, люби ближнего. Вот одно только я не понимаю. Один закон, значит, я уже, получается, неправильно живу. Это когда тебя ударили по правой щеке, подставить левую. Есть такое, да? Я этого не понимаю. Если меня ударили по правой щеке, автоматом полетит удар в ответ. Пофиг кому. Пусть будет амбал там 100 килограмм, 120 килограмм. Ответ прилетит сразу же. Пусть меня тут же закопают, но ответ прилетит сразу же. Это 100%. Было и такое. Ладно, отвлекся от темы. Так что Божьи законы, конечно, правильно. Может быть, и надо жить по ним. Не может быть, надо жить по ним, но значит, я неправильно живу. Не укради. Меня мать с детства как бы, ну, с материнским молоком я питал, что воровать чужое нельзя. Не мать, отец говорили, не бери, нельзя, ни в коем случае. Я своим детям говорю то же самое. Идешь по лесу, проходишь через чужие путики, там, проходом или еще что-нибудь. Видишь, попалась в петлю глухарь, там, тетерка. Не надо проходить мимо, надо взять, отцепить ее, петлю поставить, а птицу подвесить на дерево, чтобы мыши там, прочее зверье не поели. Подвесил, охотник придет, возможно, там ему еще попадет что-то на эту петлю. Видит, все, прошел добрый человек, отблагодарить тебя добрым словом вспомнит. Воровать чужое с путиков, это вообще, считаю, кощунством. По идее, по чужим путикам и ходить не надо, но бывает то, что чтобы куда-то дойти, надо пройти по тому или иному путику осенью. Вот. Сам иногда замечал тоже, иду у отца путик, как бы, ну, ближний путик, как проходной двор. Вся деревня там собирает ягоды, бруснику, клюку, и проход через наш путик получается. Бывает, конечно, кто-то ворует, уродов хватает. Ну а правильные люди подвешивают дичь под елку куда-нибудь, чтобы ворон не заметил, не унес, чтобы мыши не погрызли, не поели. Ну, если хозяин тайги, ему пофиг, если он повадился на путике, это все, пиши пропало. Он будет ходить, как охотник, также обходить путики по тропе и жрать все, что попало. Уверен, сейчас пойдут комментарии. Да, вы неправильные охотники, петли туда-сюда. Не надо нас учить, как нам жить. Законы пишут кто? Тем, кому выгодны эти законы. Может быть, и в душе не понимая даже близко, чем кто как живет. Мы живем по тем законам, которые писаны исторически, из поколения в поколение. Нашему селу 300 лет. И оно не сразу выросло вот до таких, ну, чтобы там, сколько там, человек 100 сейчас, да, было 300 самое большое. Раньше там было 10 дворов, может быть, 15-20. И у каждого хозяина в окрестностях
был свой путик. Родословный путик, который передавался из поколения в поколение. Осенью там ловили дичь на петли. Ну да, на петли. Кто-то на хлопушки, кто-то на жерди там, которые поднимали. Кто-то просто земные петли, кто-то щелочер для рябчика ставил. Стояла изба каждый. Вот этот участок, все. Ты хозяин этого угодья. Ты ходишь, проверяешь эти петли, капканы. Другой участок. И никто друг к другу не ходил, никто друг к другу не лазил. Я говорю, единственный случай, только если это проходной участок. Если поблизости мест не хватало для определенного участка, переходили через Печору, там, на ту сторону. Моя бабушка говорила, даже отец ее, Марпа Иван, ходил за Урал. Это на реку Обь, за Соболем, за Куницей. Это с ее слов я говорю. Но если это так, это очень большое расстояние. То есть он брал с собой нарты, получается. Нарты — это длинные сани по ширине лыж, получается, очень длинные. Туда складывал все необходимое, и если он ходил реально за Урал, то звезду героя это как минимум. Какую? Я просто не представляю, как. Это, во-первых, очень далеко, это очень сложно. И уходил он рано, допустим, поздней осенью. И приходил только к Новому году. Он был на промысле, заготавливал пушнину. Строил там избушки. Не позавидуешь, конечно. А все домашние дела оставались на детей, на жену. То есть корову, скотину держать. Это все. Сено заготовлено, все сделано. Если мне не изменяет, не то, что не изменяет память, а как бабушка говорила, дедушка, отец ее, прадед мой, получается, Марпа Иван, женился в 36 лет. Женился в 36 лет на молодой девушке, 16-летней, с низовья, откуда-то, с Кодыча или не помню откуда. Она говорила, она была единственная дочка. И родители не хотели отдавать ее за такого пожилого, можно так сказать, мужчину. Разница была 20 лет. Ну, а как они познакомились? Сейчас расскажу, как они познакомились. Раньше был в каждой деревне храм. И в каждой деревне отмечали праздник, божественный праздник. Вот, в Покче, допустим, в моей деревне, это был 21 июля. Прокопейлун. Прокофьев день. Все собирались со всего района в нашу деревню, гуляли, знакомились, общались. На Троицу съезжали в Троицко-Печорск. Мылдын, получается. То же самое. Со всех деревень съезжались в райцентр. Не то чтобы вот райцентр, а 21 июля к нам на Троицу, в Троицк, на третий праздник в ту деревню. И так вот все гурьбой отмечали. И происходило вот так знакомство, получается, с разных деревень. Знакомились с девушкой. И вот на одном из праздников, получается, мой прадед увидел мою прабабку. Увидел, полюбил, понравилось. Правда, ей было 16 лет только. Это я говорю со слов моей бабушки. Хотя моя бабушка, как она мне бабушка? Анна Ичинь. Это сестра моей бабушки. Отец мой в 2 года остался круглым сиротой. Отец мой 2 июня 1939 года рождения. Моего деда, моего отца, призвали на войну, и он погиб. Практически сразу же погиб. Вот это, конечно, мое упущение. Я не знаю, где он погиб. Григорий Алексеевич. Киталек Гриша Покоми. Григорий Алексеевич Растворов. Он погиб на войне, защищая родину.
А мама отца умерла, когда отцу было в 2 года всего. То есть 2 года мой отец остался круглым сиротой. И сестра матери, то есть тетя моего отца, Анна Ичень, Ичень по коми тетя, Анна Ичень, чтобы не отдать моего отца в детдом, взяла воспитание моего отца, ну, воспитывать как родного сына, потому что своих детей у Анны Ичень не было. И она воспитала моего отца с 2 лет. Моя бабушка, получается, умерла, когда отцу было 2 года, естественно, даже отец ее не помнит. И у нее было вместо матери Анна Ичень, тетя, а вместо отца был Марпа Иван, дедушка. Потом уже у Анны Ичень появился муж, фронтовик приехал, Надя Василь. Они как бы начали совместную жизнь. Детей у них так и не было своих, и они воспитали моего отца. Я отвлекся от темы, короче. У Марпа Ивана, вот у моего прадеда, получается, было 36, а моей прабабушке было 16. Познакомились они на этих церковных праздниках. Вот. Это говорю со слов бабушки. И она была единственная дочь у своих родителей. Она сказала: я люблю этого человека, и все. Он пришел сосвататься, все по обычаям, там приданые, неприданые, все. И покинула она эти низовья, там, Кодыч, не помню где точно уже, подзабыл, не то что забыл, просто не записал. Надо было вот камеру и записывать, что мне бабушка говорит. И переехала сюда жить. И начала рожать она каждый год. И родила она ни много ни мало. Вот она, моя бабушка говорила, 17 детей, что ли. 17 детей. Каждый год она рожала. Каждый год. В общем, родила она от моего деда 17 детей. Из 17 выжило только 7. Естественный отбор. Выживали сильнейшие, потому что в те времена гулял брюшной тиф. Это похлеще коронавируса, еще скашивал всех подряд. И детки в младенчестве умирали очень много. Детская смертность тогда была очень большой. Короче, до взрослого поколения дожило только 7 человек. Это моя бабушка, мать моего отца, Анна Ичень, которая воспитала моего отца. И получается 5 братьев, которые один остался здесь, остальные полегли на фронте. Погибли все на фронте, никто живым не возвратился. Все полегли на фронте. А мой прадед Марпа Иван, он каждому... Вот сейчас, где у меня стоит мой дом, который достался мне по наследству, там стояло 3 дома. То есть мой прадед каждому из сыновей построил дома, чтобы он жил рядом с сыновьями. Ну, война внесла свои коррективы, конечно. Так бы какое могучее поколение могло бы вырасти. Ах, война что-то сделала подлое. Целое поколение сгубила. Целое поколение Растворовых. Нет, Растворовы это по отцу. А там Остяковы были. Да. Марпа Иван был Остяков. Фамилия, да. Растворов фамилия у меня получается, это по отцу. Отцу от Григория, который тоже погиб на фронте. Григорий Алексеевич. Я вдарился уже в историю, очень длинный сегодня у нас обед получился уже. Хорош болтать, пошли рыбачить. Кому-то, если не интересно, так и пишите.
Нас не интересует твое прошлое, твоя история. Хорош болтать. Я буду показывать только поклевки, как я рыбу таскаю. Я знаю, что многим нравится, моим подписчикам. Повторюсь, я просто наслаждаюсь жизнью. Не знаю, сколько мне осталось. Может быть год, может быть 2, может быть 10. Все они мои. Главное, я их проживаю насыщенно. Вот что главное. Каждый день 100%. Стопроцентный. Ни об одном дне я не жалею. Ни об одном. Все красиво, все замечательно. Все так, как мне нравится. Пока я работал, да, были такие нюансы, которые мне не нравились, но так надо было. Потому что так надо. Теперь, когда я вышел на пенсию, я живу как мне надо. И поверьте, мои друзья, это мне нравится, это мне интересно, этим я дышу, этим я живу. И это я показываю вам. Не знаю, интересно вам это или не интересно. Жду комментариев. Ну а пока выключаемся. Доедаю обед и иду к удочкам. Если будет что-то поклевывать, обязательно вам покажу. Так, друзья, пока катался я, съездил еще на одно место. Прихожу, у меня 2 удочки вверх тормашками. Одну вытащил. Вон такая плотва красавица попалась. Вторая на сегодня. Вон она первая. Вот это первая. Вон вторая. Попалась вот на эту удочку, перевернула. И вот у меня еще одна удочка вверх тормашками. Сейчас посмотрим, что нам попалось. На том месте, куда я ездил, лунок 10 сделал. Ямка там нормальная тоже. Поклевок не было. Смотрим. А тут, походу, время клёва, что ли, подошло. Что-то есть. Ага, плотва. Пока я катался, тут заклевала плотва. Сергей Башко. Узнаешь свою мормышку? Беленькую. Как видишь, мы рыбачим на донбасские мормышки. И на донбасские мормышки клюнула плотва. А так вот, если бы не перекладина, могла бы и туда уйти. Так, остальные вроде пока стоят ровно. 2 поклевки. Целый день стояли. Ну как целый день? С обеда, можно сказать. Поклевок не было. Там я даже прикормку кинул. Перенес с того места. Две удочки сработали. О! Ну правильно. Кто ж сюда попадет, если здесь ничего нет? Червя съели. Сейчас насадим опарыша. Так. Блин, тут вечерний клев начался, а я катаюсь, понимаете ли, где ни попадя. Ладно, друзья, до первых поклевок, пока выключаемся. Вот еще одна плотвичка. Клюнула возле прикормки. Очень осторожно клюнула. И только настоящего. Хороший, хороший.
У меня здесь 2 удочки. Шевельнул. Следовала поклевка. А так не хотят. Походу только-только начинается вечерний клев. У нас уже 4 плотвы. Шевельнем кормушку. Сделаем муть. Раз, два, три, 4. Все в разных местах. Ну, уже хорошо. Чуть средних размеров. Как раз хорошая плотва. Походу. Плотва такая козявка, еще она может клевать и ночью. А ночью-то страшно рыбачить. Сейчас, это не зима. Медведи ходят. Если днем так себе, то ночью страшновато. Ладно, до темноты сколько успеем, столько успеем. Ну вот и первый полосатик. Вот окушочек вот такой вот. Еще одна плотва клюнула. Не стал снимать. Получается 5 плотвиц у меня уже. И 1 окунь. Солнышко село. О, ёрш. Солнышко село, и что-то начало немного оживать река. Хитрая рыба пошла. Может быть, давление стабилизировалось или просто время подошло. Хрен его знает. Не хочу ничего загадывать. В принципе, активным клевом это не назвать. Вон сколько удочек. Получается больше 10. 11, 12 уже удочек. И все молчат. Ну вот и первый нормальный полосатик. Задолбали ерши. На стоячку. Вон, 1, 2, 3, 4, 5 ершиков поймал после окушка. Взял удочку в руки. Немного оторвал от дна и начал трясти. И ударил. А улов у меня составляет за сегодня вот 5 плотвиц. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И 2 вот таких вот окуня. Один более-менее хороший, второй поменьше. Вот весь улов. 7 рыб. Ну, не считая ершей сопливых. Уже что-то хоть шевельнулось. Ветер стих. Вся надежда на утренний клев. Встречаемся утром. Здесь же, на этом месте. И у нас еще полдня. Полдня порыбачить. Ничего страшного, что рыба не клювала. Зато чистить не надо. Вся рыба за 4 дня клюнет завтра. Увидимся завтра на этом же месте. Всем пока, всем до свидания. Друзья, я вам обещал завтра утром встретиться на льду. Ну, так получилось, что я свое обещание не сдержал. Начал выезжать к избе. Буранка уже валится. Были новые следы медведя. Я доехал до перекрестка, подумал. Пройдет еще день. А по прогнозам тепло, дожди. Я могу вообще не выехать. Буранка рухнет, болота откроются. И так что, друзья, я решил не рисковать. И решил выехать домой. Рыбалка рыбалкой, мы еще успеем порыбачить. Завершение сезона. Не знаю, может быть, с этой речкой это точно завершение сезона.
Но закрытие сезона я, скорее всего, сделаю более как бы празднично. Сделаю где-нибудь на озере. На озере лед еще постоит. И, наверное, мы с Сашкой еще выйдем. Так что мы еще не прощаемся. На льду мы еще увидимся. Выехали. Ну как? Не так-то и легко выехали. Раз 5 где-то, наверное, полностью снегоход заваливался. Было не до съемок, конечно. Ну, все позади. Все, друзья, он все упаковал. Ураган уже у меня в корыте. Все четко, все привязано. Руль не шатается. 3 корыта. Одно было в лесу, когда ездили с Владом, брал. Все привязал. Тут тоже все упаковано. Печально, печально, конечно. Когда полгода назад выезжал на первый лед, это был праздник. А покидать, закрывать сезон, это всегда немножко грустно, конечно. Но это неизбежно. Заканчивается один сезон, наступает другой сезон. Так что скоро будет новый сезон, скоро будет сезон охоты. Но повторяюсь, мы еще рыболовный сезон, подледный сезон не закончили. Мы еще порыбачим. Всем до свидания, всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. Увидимся скоро.